Здравствуйте! Сегодня передача «Мы вам покажем», и мы в гостях у Марии, которая расскажет нам, как сделать модный трендовый подвес для сумки и других украшений. Мария, здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, что мы сегодня будем делать, что это такое все интересное, яркое и красивое? Так, мы сегодня будем вот такое вот украшение делать. На выбор отсюда выберем и будем украшать бусинами. Вау! Я вижу, что у вас серьги примерно в такой же технике выполнены. Да. Расскажите, это из эпоксидной смолы, Да, как это я эпоксидная смола. Вообще из эпоксидной смолы очень многое можно сделать. Вот начиная от украшений, вот разные, как видите, здесь подставочки есть, подстаканники, часы, столики можно залить и так далее. Но это считается очень такое популярное сейчас направление. Многие делают что-то из эпоксидной смолы, но мне кажется, что это очень сложно. А вы что скажете об этом? Ну да, вот я смолой занимаюсь уже так, с 2020 года. И хочу сказать, что оно вот вроде бы и очень простое. Вот некоторые говорят, уж просто залили и все. Но если углубиться, то там вообще очень-очень, можно сказать, как... Трудоемкий процесс, не всегда может быть то, что вы надеетесь. Непредсказуемость, да, как я понимаю. непредсказуемо, да. И такой результат, он вдохновляет. И вот на мастер-классах мои гости всегда вот поражаются своим результатом. Как так выходит? Вот. Да, но это всегда непредсказуемо. Да. Эпоксидка это тяжело, но в то же время и интересно. Да. Мне кажется, мастера, которые работают с эпоксидкой, они для этого ей занимаются, чтобы всегда постоянно удивляться. Да. Так, а сегодня мы займемся вот таким украшением, как я понимаю. Да. Мы, получается, будем собирать и бусины формировать, и вот расписывать вот из эпоксидной смолы, да, ведь этот, да. Как это назвать? Наверное, обвес. Вот такой вот. Да, здесь можно выбрать и есть и матрешки, есть и вот наши якутяночки. Вот. Специально заказала вот такой молд. Вот. Из силикона, да? Да. Все молды делаются вот в силиконе. Тогда приступим. Из чего я выбираю? Получается, я выбираю бусины, какие я хочу, белые или бордовые, и сам вид украшения. Получается, это матрешки, царевны, наши якутские прекрасные дамы. О, еще есть такие, ничего себе, какая красота. Но... Это как наша сардана. Очень красиво. Я вот по бордовому. Я люблю бордовый цвет. Сейчас он еще и в моде. Да. Так что я нынче модная девчонка. Очень популярно. Итак, приступаем. Так, я хочу вот это. Давайте я сделаю вот. Сережка. Нет, вот такой же обвес сделаем. Так, мы берем вот леску. Леску. А где она? А, вот она. Находим край и оттуда начинаем нанизывать. Нанизывать бусинки? Да, бусинки. Можете чередовать разные цвета, комбинировать или все. Здесь нужно отрезать. А получается, какой длины мы делаем? Ну вот, примерно вот такой же, чтобы вот на ручке вот. Понятно. Так, я все время в детстве часто для бабушки вдевала нитку в иголку. И мне кажется, нанизывание бусин мне никогда не перестанет напоминать именно этот процесс. А вам что напоминает? Мне, если честно, не нравится нанизывать. Почему? На иголке. Ну вот у меня зрение плохое, и с первого раза не получается. Вот. А в творческом процессе вам что больше всего нравится вообще в целом? Увидеть конечный итог.
итог. Да. То есть сам процесс вас не завораживает? Ну, завораживает, но не настолько, как весь конечный итог. Ну вот в процессе ты вау создается. Но, например, вот когда заливаешь смолу, он еще сам дорисовывает. И поэтому он очень непредсказуемый. И вот хоп, мы залили, смотрим, вот такой вот рисунок получился, а на следующий день он сутки высыхает. И там уже совсем по-другому выходит. Значит, результат вас больше вдохновляет. Да. А я вот больше за процесс. За процесс. Да, Ага. я больше за процесс. А вы, наши уважаемые телезрители, напишите, что больше вдохновляет вас, процесс или же результат. Вот мы разделились сегодня на 2 лагеря. Я вот люблю в процессе придумывать еще что-то новое. Вот Да, у меня есть был такое. такой Ага. план, мы от него отступили, пошли по другому плану. Да, вот. И часто люди вот выбирают цвет один, Мгм. а потом в процессе уже так, ну-ка, давайте что-то другое добавим. И совсем по-другому. От изначального цвета у нас совсем другой цвет получается. Мы там намешиваем и так далее. Но в порядке, чтобы было гармонично, мы не более 3-4 цветов замешиваем. Ну да, по схеме цветовой, если Да. больше 4 цветов, это больше 3 даже, это сложное сочетание, и не каждый человек сможет правильно сочетать несколько цветов. Да, Это все-таки совершенно. сложный процесс. Совершенно верно. Но некоторые вот смотрят и «Ой, это хочу», и там 7-8 цветов получается. О, ну это катавасия. Да. Но иногда в такой катавасии можно найти что-то новое. Ну вот в эксперименте рождается истина, как говорится. Да. Вот. И по поводу смолы еще хотелось бы добавить, что оно вот, рекомендуется от 18 лет. А, потому что вредные испарения опасные. Да, совершенно верно. И в масках, вот, если на постоянной основе мы работаем с ней, то это в профессиональных масках, а если вот на мастер-классах, то это Респиратор. да, с PF2, PF3 защитой. Ни в коем случае вот не в обычных медицинских, там, и вот дети. Вот в последнее время я часто сталкиваюсь, что ой, вот у меня ребенок делает, еще сейчас вот модно стало, вот наборы же есть, смола. Да. Да. А И вот люди часто заказывают с маркетплейсов наборы, это не опасно? это опасно. И там вот это маркетинговый ход, который там детский набор. Вот, я ни в коем случае не рекомендую. Вот, своим детям я разрешу только от 18 лет. Правильно, спасибо большое, что сказали. Мне кажется, это очень важная информация, потому что мы всегда ищем, чем занять наших детей, и не все, я думаю, знают, что это может быть опасно. Да. Спасибо вам большое. Поэтому берегите здоровье. Да, правильно. Это безопасность в первую очередь. Да, совершенно верно. А вот плетение и создание из эпоксидной смолы, для этого же тоже нужно вдохновение. Вы, получается, может быть, вдохновляетесь архитектурой, картинами или чем-то таким. Конечно. Что вот из-за таких других отличных вещей вас вдохновляет на создание какой-нибудь вашей работы? Ну вот я вдохновляюсь природой. Когда на природе, то у меня уже там, можно вот это вот сделать, можно там. И не раз еще подсказывают мои же покупатели. Вот я участвую на ярмарках, и вот это можно, а это делайте, а можно это сделать, а можно то сделать. И вот там вот возникают новые идеи. Интересно.
Насколько я знаю, бусины есть натуральные и искусственные. Да. Мы сейчас вот какими бусинами работаем? Получается, искусственными. Да, акриловые. Натуральные и в цене натуральные, но сейчас Да. вот все дорожает, вот все наши материалы, сейчас и с транспортировкой, все это вот. Становится в цене, в закупе дороже, и Да. поэтому, конечно, производить что-то своими руками тоже становится тяжело. Да, Но мы держимся, да, ведь будем Да. держаться, создавать изо всех сил вот, все, да, что можем. стараемся, как можем, А я чтобы Ага. и оставить и в качестве, и вот в красоте, чтобы не отставало, ну и также, чтобы было доступно населению. Я вот знаю, что в эпоксидную смолу очень часто добавляют растения, допустим, там цветы. Сухоцветы. Да, их специально подготавливают перед тем, как, получается, в изделие Да, добавить. вот они полностью должны высохнуть. Если мы живые цветы сразу зальем в эпоксидную смолу, то они там загниют. И уже такой красоты не будет, получается, Нет. как... Мгм. К сожалению, нет. Вот многие обращаются там, вот уж после свадьбы хочу сохранить букет, там, вот, уж принесли там с другого места, с моря, там и так далее, вот, всякие листики там не до конца высушенные и так далее. Вот после полного высыхания, да, можно. Мгм. А я, насколько понимаю, что можно цветы высушить и еще сделать такую, даже не знаю, как эта техника называется, но в глицерине, говорят, можно отстаивать цветы, и они как будто застывают, как настоящие, не высушенные, а именно вот в такой форме цветения. Силикагель. Ага. Силикагель называется, да. Вот, в Такой есть. силикагеле можно сделать, и потом уже в эпоксидку получается. Да. Мгм. Но там же тоже это не моментальная сушка, все равно время для этого нужно. Мгм. Вот. И после этого вот можно так уж первозданный вид можно сохранить. А вы когда-нибудь так делали из наших якутских цветов, Да. которые растут? Да, здесь не раз, ну, специальные заготовки вот летом делаю, сушим, Мгм. как гербарий, как эти вот. И потом уже идет заливка. Вот, на мастер-классах использую их, и вот на заказах тоже. С ними можно и вот на этажерку можно, на журнальных столиках очень красиво тоже. Ой, мне кажется, Вот на- журнальный столик это очень красиво. Да. Я бы хотела смотреть круглогодично на нашу якутскую пижму. Вот, мне кажется, в Якутске самая красивая пижма. Я вот где только не была, но в Якутске вот эти маленькие цветочки пижмы меня вдохновляют больше всего. Они такие дофаминовые, радужные, Да. солнечные. В украшениях еще тоже вот использую. Но в украшениях, чем меньше размер, тем больше работа, как говорится. Это как с инициативой. Вот. Да. Когда ты слишком инициативен, инициатива тебе не помогает. Да, есть такое. Как у вас идет? Я почти закончила. Мне еще несколько бусинок и все. Ну, на мой взгляд. Вот так вот. И слишком длинные будете делать, да? Да, я вот не очень люблю, когда болтается, но я люблю, чтобы какой-то звук был, но не сильно длинная. Потому что я на таких маленьких предметах ношу. На телефоне больше всего у меня всяких украшений, потому что телефон самый чаще любого предмета вместе. Угу. Вот, у меня вот так получается. Ну, красота. Вот. Сейчас мы личико выберем.
И получается, что теперь я делаю? Ее Ну, тоже завя- вдеваю как бусинку Да, и завязываю. и завязываем. Ага. Нужно там не плотная завязка, а чтобы она вот ну, спокойно вот. Более свободно Да. было? Мгм. А то если мы сильно туго завяжем, то оно у нас перекосится. Мгм. Поняла. Кстати, у вас, когда вы проводите мастер-классы, были ли какие-нибудь интересные случаи, когда человек вас удивлял своей работой, что вот вы запомнили это? Да, не раз. Я, получается, завязываю, но не туго. Ага. Так, а я сейчас выберу. Давайте вместе выберем. Давайте. Ой, это как наклеечки Да. получается? Это как 3D, да? Мгм. Вау, как красиво. Называется кабошона. Мне больше специально. всего вот эта ленточка нравится. Вот это? Да. Она на меня похожа. Давай. Оп. И аккуратненько. Оп. Как красиво. Да. Настоящая снегурочка. Супер. Так. А Супер, вот да? оно, получается, чем-то защищено сверху, чтобы Да. цвет не терял, и оно Да. не за... А чем? Каким-то специальным... Или эпоксидкой? Эпоксидка. М. Это как финишный слой. Чтобы оставался и цвет, и не шелковость, да? Да. Красиво очень. Мы ее можем вот так оставить или можем стразиками. Вот этими Да, обклеить, Мгм. чтобы еще было поярче. да. А мне Вы кажется, тоже можете так. я свое обклею стразиками, а вы? Давайте. Давайте все вместе Ага. обклеим. Так, вам какие стразики, эти или вот эти? Не, давайте, чтобы по цвету Или вот эти подходило. вот тоже очень красивые. Мгм. Нужно вот... здесь вот мультиколор есть. Вот так. Мгм. И здесь, чтобы как бы стена вот свисала. Красиво будет. Тогда я сейчас сюда добавляю клей, получается, на каждую частичку, да? А клей, он такой жиденький или густоватый? Жидкий. Ага. Поэтому вот очень аккуратненько. О, какой мощный клей. Ага. Очень мощный. Хороший. Не зря. Люди приходят с нуля и с нуля вот делают. Но обычно бывает, что вот опасения, да, вот мы вообще ни разу никогда не делали, а мы сможем это сделать, а мы так вот ни разу вообще не плели, не заливали и так далее. Главное ничего не бояться. Да. Мне кажется, это основа любого творческого дела. Главное рискнуть. Ага, Так, клей совершенно закрываю. верно. Вот все. Я, да. Так. А вот с ниточками что делать, вот с этими торчащими? Вот эти ниточки, здесь есть лайфхак. Мгм. Чуточку мы вот Лайфхак. Уважаемые, смотрим на лайфхак. Мы сейчас сюда, вовнутрь. сюда проделываем и потом вот через эту всовываем и там отрезаем, чтобы здесь оно у нас не торчало. Ага, мы продеваем в предыдущую бусину, И там вот уже, отрезаем. да. А завязывать нужно, чтобы она, если что, не выскочила? Или как? Нет, мы же здесь хорошенько завязали. Да. Ага. Это мы тогда обе завязываем? Да, оба вот сюда. Обе да. в бусину. Да. Хорошо. И потом уже попробуем. будем выбирать или золото, или серебристый этот. Мгм. Так, ну что ж, попробуем испытать на себе этот лайфхак. Ура, у меня получилось! Ей! Так, и получается я отрезаю, да? Да. А если она выскочит из бусины, ничего? Если ровно вот, если ровно отрезать, то она здесь внутри будет. Хорошо, понятно. Так, тогда отрезаю. В макраме же тоже последнюю нитку, там они в узелок этот заматывают, да ведь? Да, Когда подвесы делаешь для кашпо или что-то такое. да. Есть такое. А вы вот когда свои работы носите, у вас спрашивают, где вы это купили? Да.
И что вы обычно говорите, что вы сами сделали? Да. Как люди реагируют на Вай. ручной труд? Да, ну вот сейчас, вот если раньше ручной труд, он не котировался, да, но сейчас вот более-менее стали вот ценить. Как ручной труд вроде бы всегда почитался? Нет, вот. Нет? Да, когда что интересно, да? Очень странно. Да, я тоже так думала, что вот, ага, ручной труд ценится и так далее. Ну вот, по всему миру это ценится, а у нас вот только-только начали. Ну что ж, давайте выберем как это называется? Наверное, кронштейн? Карабин? Карабин. Да. На какой карабин бы вы повесили? Я вот думаю, что из-за того, что на моем украшении все-таки золотой, вот эта деталька золотая, нужно выбрать золотую. А вы бы какую выбрали, серебряную или золотую? Я вот за золотую, чтобы все было Да. в одном концепте. Да. И мы, получается, это крепим сюда? Да. Ага. Вот Это мы- разжимаем узкогубцами, да? Вот. Ага. Сначала мы это. Разжать. Да. Так, как где она? А, вот она. Мы разжимаем, и потом, получается, это как вот так, да? И вот хоп. В разные стороны? Да. Ага. Хоп, Не так, а вот. вот. Да. Ой, Осторожно, ручки. ой, лучше от себя делать. Да. Слишком маленько. Не зайдет, наверное. Еще чуточку нужно. Так, пробую еще раз. Мои силы, где же вы? А вот, Все получилось? кажется, должно сейчас получиться. Ура, у меня получилось. Так. Буду вот ходить такая красивая, с бордовым украшением. Наверное, в этом году самый трендовый цвет это бордовый, да? И еще коричневый. Да. Наверное, все ходят сейчас в коричневом и в бордовом. Я буду как трендовая девчонка. Так, а как сжать обратно? Если я так разжала, то мне в обратную сторону или как? Да, в обратную. Снова. Это можно вторыми на одной руке вторую держать. Ага, если так. Так, вторыми. Как? Покажите мне. Я хочу. Вот на вторую руку берете, Угу. держите. Угу. Угу. И вот это вот. Вы вот так сжали. Да. Поэтому так, по идее, вот мы просто должны были сделать. Но я сначала в другую сторону сделала. Тогда нам уже не так, а Вот так. Ура! Мы закончили наши обвесы, подвесы, брелки, как хотите называйте, но украшения у нас готовы. Посмотрите, какая красота! Все благодаря Марии. А я уж так только вам рассказываю. Надеюсь, вам понравились наши изыскания и творческий путь, который мы сегодня преодолели вместе с вами. Вам огромное спасибо за И то, вам что показали спасибо. такую красоту и лайфхак. До скорых встреч, а мы с вами не прощаемся, увидимся в следующих выпусках, мы вам покажем. до новых До встреч! свидания!